Зарема, Селям, что делаешь? Пашкин, готовлю. О, как вкусно пахнет. Да, садись, сейчас будем кушать. Как дела? Нормально. Ты знаешь Асана на соседней улице? Да. Я только что встретил его случайно. И он сказал мне, что их дочь тоже идет в 1 класс, и они с супругой уже были в школе, в которой она будет учиться. И им предложили изучение, внеурочное изучение крымско-татарского языка и литературы. Предмет будет называться «Крымско-татарские традиции». А директор школы уверил их даже в том, что будут оценки выставляться в журнал. Не поддавайтесь на такие уговоры. Внеурочная деятельность – это не учеба, а организация свободного времени вашего ребенка. Это кружки, это секции, круглые столы, конференции, семинары и так далее. Естественно, это и не является учебой и, конечно же, не будет табелироваться в конце года. Еще один момент. Неурочная деятельность проводится после окончания всех уроков и обязательного перерыва на 40 минут. Подумайте сами, все ли дети, уставшие от основных занятий, придут на необязательные занятия. Посещая внеурочные занятия крымско-татарские традиции, ваш ребенок не будет изучать грамматику родного языка и не будет изучать литературу на родном языке. На этих занятиях он будет изучать такие темы, как легенды и мифы народа, национальный костюм, некоторые обиходные слова и слова приветствия, названия городов на родном языке. И все. Ты знаешь, о крымско-татарских традициях нашему ребенку и дедушка с бабушкой расскажут. И я расскажу, и даже покажу, и даже сошью национальный костюм. А в школе пусть нашему ребенку преподают крымско-татарский язык и литературу.